В высокогорном селении Хижахка ведутся реставрационные работы двух старинных каменных башен Хайбахского историко-архитектурного комплекса. Он включает в себя 4 башни. Это один из наиболее значимых памятников средневековой архитектуры. Главная задача специалистов – максимально точно воссоздать их первоначальный облик. О том, как сохраняется наследие предков, в репортаже Лимды Джамалдиновой. Холодный, но будто дышит. Эти стены видели, как сюда приходили воины, как семьи спасались от врагов и как исчезали целые поколения. Когда-то здесь кипела жизнь, сегодня только ветер и память. Но стоит задержаться, и ты начинаешь слышать, о чем говорят камни. В северной части в урочище Хижик Галанчошского района сохранились 4 самые древние в Чеченской республике башни. Одна боевая и 3 жилых. Здесь жили семьи Тайпа-Нашхой. Для них они были и домом, и крепостью одновременно. Этому месту больше 8 веков. Сегодня сюда пришли люди. Не с оружием, а с инструментами. Реконструкция комплекса выходит на финишную прямую. Каждое восстановленное звено – это возвращенный фрагмент памяти. غالياتن متك باولياتن متك تلقي غالي بارز بو بوش اشتي سرقش طبعا واشت كيكتوش متقاتها تيحين شتاك تيحين نغيت غال نشخلوي بعين شخلوي تاقم دنيا عند مصنع ارسن شيش زمان شا كيكتوش قال لي اليوم متقوات جست بلش باش حدوش مدير تاق Первая башня почти готова. 3 этажа, 17 метров высотой. Внутри все сделано так же, как было до. Вырезанные в стене ниши под свечи и посуду. Укрепительные угловые камни в центре, массивный опорный столб, а на каждом этаже бойницы. Все детали воссозданы вручную, чтобы сохранить подлинность. Здесь виден весь путь чеченского зодчества. От первых оборонных башен до жилых. А древние рисунки на стенах – это, возможно, как подпись тех, кто строил. Вот они, следы древних мастеров. Никаких красок, только камень и терпение. Возможно, это метки рода или просто узоры. Но одно ясно, человек, который вырезал это, хотел, чтобы его след не исчез. Эти петроглифы пережили войны и время. Их авторы неизвестны, и мало кто знает значение выведенных на камне древних символов. تاين حديث رأي موضوع باخونه كيستير جروكا ماستر أول تو بيتنا قوي غالي لا باوي لا ياتنا تسون سوديتن شيء أفتوغرسن تا إيش إداه هنزقولي از كيكخل شيء إداه شدلا مخكاف حي سير خلص عما الشيء شير شاش قوتش الشيء ماستر شاش ويتشن كيك حدا عناع تطوش خلص أول يخسيا إدلي داستغله ويا إنت الشيء باوي لا غالي لا يوتشنا شاش شير زي أنا ولا إيش يعني سنة ولا إيش قولي از كيك دشخله باخذ. Вторая башня тоже проходит свой путь реконструкции. Каждый камень подбирается вручную. На месте работает и живет целая команда. Главный мастер Асхаб Ахмедов, аварец, который вырос в Шаройском районе Чеченской Республики. Он уже 10 лет восстанавливает исторические объекты региона. Мы в первую очередь восстановили каменную кладку. Он был по центру везде, на всех 4 сторонах разрушен. Вот эти углы, они старые, они сохранились. По углам вот так это видно, заметно здесь старая кладка. А вот этот посередине, который новая кладка, это если хорошенько присмотреться, заметно. Вот снаружи кладка и вот так зачеканку делаем. А снутри есть межярусные перекрытия деревянные. Для меня большая честь, что я прикладываю свою руку, что я помогаю, делаю, восстанавливаю чеченскую историю. Верхние части обеих башен были разрушены. Работы здесь велись не на глаз. Каждая трещина, след на камне изучили. Перед началом реконструкции специалисты провели исследование. Каждый элемент проверили проектами, утвержденными экспертами по историческому зодчеству. Главная задача – сохранить ту самую подлинную душу Хижикха. Наша цель-задача – как-то придать объекту первозданный вид, облик. Но сегодня, если же у нас утраты большие, вот, например, вообще как все, вот, например, у нас
в рамках сохранения объектов культурного наследия у нас есть три направления. Это у нас реставрация, это у нас сохранность объекта должна быть более 50%. Если же у нас сохранность менее 50%, то этот объект подлежит консервации. Одну из башен отреставрировали несколько лет назад. Последняя ждет своей очереди. Она настанет в следующем году. Стоит отметить, что с 2008 по 2024 год в регионе было восстановлено более 142 объектов культурного наследия. И работа в этом направлении продолжается. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика.